Члены наблюдательного совета выступили с обращением к Башкану Гагаузии, председателю Народного собрания общественности, и предложили временно ликвидировать общественную компанию «Гагаузия радио-телевизиону» и вывести всех сотрудников за штат до внесения необходимых изменений в закон о Гагаузия о телевидении и радио. Коллектив УК ГРТ с недоумением и негодованием воспринял данное заявление. Наблюдательный совет, который согласно своей функции должен способствовать развитию компании, предложил ее ликвидировать. Ликвидировать без имеющихся на то причин. Общественная компания «Гагаузия радио-телевизиону» функционирует более 8 лет. В тот период, когда в ее работу не вмешиваются потусторонние силы, компания достаточно успешно выполняет свои функции и информирует население о происходящих в Гагаузии событиях, осуществляет и свою особую миссию – вещание на гагаузском языке, пропаганда культуры и традиций нашего народа, летопись истории становления автономии. УК ГРТ – единственное общественное СМИ в Гагаузии. Оно защищает общественные интересы народа и предоставляет возможность высказываться широким слоям населения с разнообразной точкой зрения. УК ГРТ заняла достойное место в информационном пространстве страны. Наши журналисты вышли на высокий профессиональный уровень и стали победителями многих конкурсов в области СМИ. В работе с наблюдательным советом коллектив всегда стремился к диалогу и конструктивному сотрудничеству. В период деятельности общественной компании ГРТ сменилось уже несколько составов наблюдательного совета. Взаимоотношения с ними складывались по-разному, но никогда еще одна из руководящих ветвей компании не выступала за ее ликвидацию. За словом «временно» видны истинные намерения, так как Гражданский кодекс Республики Молдова не предусматривает и не прописывает понятие «временная ликвидация». Коллектив общественной компании ГРТ считает недопустимой инициативу членов наблюдательного совета каких-либо других инстанций или отдельных лиц о ликвидации или приостановлении или временном простое или других видов препятствий деятельности компании. Если для кого-то созрела необходимость внесения изменений в закон о телевидении и радио, согласно которого функционирует УК ГРТ, это не означает, что для этого коллектив УК ГРТ надо выбросить на улицу, пока будут разбираться, кому нужны эти изменения и какими они должны быть. В связи с этими изменениями настаиваем, чтобы они принимались не в торопях и келейно, а при широком обсуждении специалистов, экспертов и коллектива УК ГРТ. Мы любим свою работу. Большинство членов коллектива стояли у истоков создания УК ГРТ и даже являются пионерами телевидения и радио Гагаузии. И мы имеем право на труд, а на ликвидацию нашей вещательной организации в угоду чьим-то личным амбициям нет ни правового, ни морального, ни гражданского права. Если есть претензии к деятельности компании или отдельных журналистов, мы готовы все и всех выслушать и обсудить. УК ГРТ постоянно совершенствует свою деятельность, и нам мало кто в этом помогает. Мы уже и не обращаемся за помощью, просим лишь одного – не мешать нам работать. Санкции в отношении УК ГРТ несут ощутимый материальный и репутационный урон всей Гагаузии и ставят под сомнение свободу слова и наличие независимой журналистики в нашей автономии. Коллектив УК ГРТ считает, что компания должна продолжать свою работу и осуществлять свою миссию. В законе прописаны все наши права и обязанности, которые мы четко исполняем и призываем всех их тоже исполнять, а не видоизменять в свете чьих-то заявлений. Обращаемся к Башкану Гагаузии, исполнительному комитету, депутатскому корпусу Народного собрания общественности Гагаузии не нарушать гражданско-правовых норм коллектива и не допустить ликвидации единственного вещательного органа, регулярно информирующего население о жизни и деятельности гагаузской автономии, в том числе и на гагаузском языке. Мы констатируем, что в рамках создавшейся ситуации, которую всем навязал наблюдательный совет, мы делаем все возможное, чтобы сохранить УК ГРТ и работать достойно, а если члены наблюдательного совета упорно этого не хотят видеть и помогать УК ГРТ развиваться, целесообразнее рассмотреть вопрос об их ликвидации. В самом коллективе УК ГРТ нет конфликтов и противостояния, нам их навязывают извне. В связи с этим мы будем защищать компанию и отстаивать свое право на труд и свободу выражений. И уверены, общественность, коллеги, люди доброй воли нас в этом поддержат, так как ликвидация УК ГРТ нанесет вред всем.